Под девизом «Все для победы» в годы Великой Отечественной войны солдатам помогали всей страной. И в наши дни оказывают немалую поддержку бойцам в зоне СВО. Подробнее в нашем сюжете. Неонила Белова – ветеран тыла. В этом году ей исполнилось 107 лет. В годы Великой Отечественной войны работала на производстве бомб на 320-м Чебоксарском военном заводе. За ударный и самоотверженный труд была награждена орденами и медалями. Выпуск заводом военной продукции имел огромное значение для успехов Красной армии на фронте. В наши дни Надежда Никитина организовала сбор и отправку гуманитарной помощи бойцам в зону СВО. С водителем Александром Пушкиным они в 5-й раз доставили груз, несмотря на все риски. Хоть это и небольшая помощь, но помощь от души, от родных, от близких, от нашего теплого Чувашского края. И солдаты это очень хорошо понимают. Они нас встречают с такой теплотой, они чувствуют поддержку с тыла, и это для них очень большая помощь. Иногда даже может быть страшно, кажется, когда возвращаемся, мы только об этом думаем, а когда в пути у нас одна цель. То, что мы это для детей, для ребят должны довести, мы должны передать из рук в руки. Жители деревни Сятракасы Маргаушского округа собирают посылки с едой, теплой одеждой, медикаментами, средствами реабилитации, техникой и инструментами. Для бойцов плетут маскировочные сети. Наши дети деньгами помогали. 8 женщин, наверное, по вечерам они сетки вяжут. И потом забирает. Живет делом, короче. Вот она же говорила, ждут ее. Надежда Геннадьевна активная. Она начала работу с населением, чтобы помочь нашим ребятам. Наши ребята, она съездила 5 раз. Мы этим гордимся, мы помогаем ей всякими там, вяжем сетки, продукты доставляем. Если люди объединяются ради благой цели, они способны на многое. Бойцы на передовой нас защищают, а мы им из тыла помогаем, делятся жители деревни Сятракасы.